Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем сильно нетрезвого мужчину, задержанного автоинспекторами после резвой поездки по двору на улице Зорге в Казани. Понять ни закона, ни судей, ни справедливости, а есть просто бабки. В отношении него возбудили уголовное дело. Расскажем, как 7-летний мальчик получил ранение ноги в Альметьевском парке. Достал пистолет и начал производить выстрелы в сторону гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика и ранил его. Предположительно, в него стрелял 12-летний подросток. А также кража инструментов из парикмахерской и обжалование приговора за убийство мужчины. Сейчас это дело, мы считаем, что оно разваливается. Мы надеемся на справедливый приговор в этом составе суда. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвого мужчину за рулем «Лады» задержали автоинспекторы в одном из дворов на улице Зорге. Мужчина в компании друзей и еще одной женщины выпивал. В какой-то момент владелец автомобиля ушел в бар за добавкой. Его товарищ воспользовался отсутствием автовладельца, нашел ключи от машины и стал гонять по двору. Местные жители, наблюдавшие всю эту картину и всерьез опасавшиеся из-за проходящих мимо людей и за стоящие рядом машины, вызвали автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД водителя задержали и возбудили на него уголовное дело. Мужчина в 2014 году уже был лишен водительского удостоверения за езду в состоянии опьянения, но сдал права только недавно. Я пришел, здесь вот такая вот. А это ваши знакомые, вот девушка и мужчина? Это мои знакомые, да. Искандер – владелец той самой «Лады», за рулем которой был нетрезвый водитель, его приятель. Автоинспекторов вызвали местные жители, увидев лихую езду в одном из дворов по улице Зорге. Всерьез опасавшиеся из-за проходящих мимо людей и за стоящей рядом машины. Они местные, не местные? Местные. А часто у них такое бывает? Вот выпивают? Я первый раз видела. Не понять ни закона, ни судей, ни справедливости, а есть просто бабки. Водитель «Лады» и его спутница, судя по всему, выпили немало. Их речь была невнятной, они еле стояли на ногах. Автоинспекторы застали за рулем именно его. Мужчина пытался переставить машину с одного места на другое, пока владелец ушел в магазин за добавкой. В это время его задержали сотрудники ГИБДД. Известно, что мужчина в 2014 году уже попадался нетрезвым за рулем. Суд тогда лишил его водительского удостоверения, но права он сдал буквально недавно. В этот раз он отказался проходить освидетельствование. Сейчас ему грозит уже уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде, лишенным права управления. К слову, и сам владелец машины признался, что не безгрешен. Я лишился. Лишался? Получили обратно? 2 раза. Серьезно? Еще 3-й раз получил. Там уже отпечатки сняли. Сейчас там докажут. Не менее агрессивной была и их спутница. Мужчины признались, часто проводят с ней свой досуг. Она то бросалась на автоинспекторов, то строила из себя жертву. Успокойся, иди. Все. Я беременна, они мне ручи дают. Все, я сижу спокойно. Что? Не смотрите меня! Человек больной. Давай. Выходи. Не трогай меня! Выходи, гуру. Какой человек больной? Иди сюда. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Место для распития спиртных напитков компании теперь придется искать другое. Вероятнее всего, «Лада» будет проходить вещественным доказательством по уголовному делу за управление транспортным средством, состояние опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Статья предусматривает штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». На улице Тетцевская один автомобиль оказался не на ходу после столкновения. Около вертолетного завода водитель «Хёндай» не заметил, что на светофоре загорелся красный сигнал и протаранил стоящую впереди «Шевроле». В аварии никто не пострадал. А вот микроавтобусу, чтобы уехать с места происшествия, понадобилась помощь эвакуатора. В Альметьевском городском парке здоровья 12-летний подросток из пневматического оружия выстрелил в 7-летнего мальчика. Пострадавший играл на одной из конструкций, когда к нему подошли подростки и выстрелили 2 раза. Одна пуля отрикошетила, вторая застряла в бедре. Ребенка госпитализировали. Чтобы извлечь застрявший в ноге металлический шарик, пришлось сделать операцию под общим наркозом. По предварительным данным, пневматическое оружие стрелявший купил сам за день до происшествия. Со слов подростка, он взял в тайнике у родителей денежные средства, на которые в одном из торговых центров приобрел пневматический газобаллонный пистолет. В
В первый день попробовал пострелять при посадке, а на следующий день взял с собой на прогулку. В какой-то момент подросток достал пистолет и начал производить выстрелы в сторону гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика и ранил его. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В отношении родителей подростка составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию». Проверка проводится и в отношении продавца магазина, продавшего пневматическое оружие несовершеннолетнему. Прокуратура Альметьевска проводит проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Кировский районный суд допросил сегодня подсудимую по делу об убийстве мужчины в декабре 2021 года. Следователи считают, что Лиана Мирхалимова с друзьями находилась в тот роковой вечер в съемной квартире. На работу никто из них не пошел, все остались распивать спиртные напитки. В какой-то момент между подсудимой и свидетелем по делу произошел конфликт. Потерпевший пошел их разнимать, но получил смертельное ножевое ранение. Женщину уже осудили за это преступление и отправили на 6 лет в колонию общего режима. Однако адвокат добился апелляции, дело вернули снова в суд. Уже 10 месяцев Лиана Мирхалимова отбывает наказание за это преступление. В августе минувшего года Кировский районный суд признал ее виновной в умышленном убийстве. По версии следствия, в декабре 2021 года женщина с друзьями находилась в съемной квартире на улице Тансык в Салават-Купыре. Собирались вечером идти на работу, но вместо этого стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ней и свидетелем по уголовному делу произошел конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Потерпевший бросился их разнимать, но получил удар ножом. Как доказали суду следователя, орудие преступления находилось в руках женщины, и удар был сделан умышленно. Ее признали виновной, однако адвокат добился апелляции. Было совершено преступление по неосторожности. Все очевидцы и свидетели тех событий также об этом свидетельствовали. Но, несмотря на это, обвинение было предъявлено, и она была осуждена по части 1 статьи 105. Апелляционная инстанция не усмотрела достаточно доказательств обвинения. Обнаружила противоречия в показаниях, обнаружила отсутствие доказательств с точки зрения умысла ее действий, и, соответственно, материалы дела были возвращены обратно в Кировский районный суд в ином составе. Сейчас это дело, мы считаем, что оно разваливается, надеемся на справедливый приговор в этом составе суда. Мы уверены, что все-таки справедливость восторжествует. Но статью «Умышленное причинение смерти» так и не переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Дело вернули в суд, снова допросили всех свидетелей и уже дошли до допроса подозреваемой. Подсудимый обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение смерти другому человеку». Сегодня Лиана Мирхалимова вспомнила тот роковой день снова и подробно рассказала суду, как все происходило. Говорит, она испугалась приятеля, с которым произошла ссора. Уверяет, в течение вечера он на нее кричал, распускал руки и хватал за волосы. Боялась, что он схватит нож, поэтому решила спрятать его в шкафу. Вышла в коридор, где и столкнулась с обидчиком. Уверяет, он опять стал ее бить. Потерпевший в тот момент стал их разнимать. Бить ножом именно его она не хотела. Все произошло случайно. К слову, самого момента удара, как призналась, она не помнит. Рассказывает, испугавшись, вынула из тела нож и бросила на пол. Мужчина был еще жив. Ему вызвали медиков, но врачи оказались бессильны. Он скончался в больнице. Вероника Гайнудинова, Навсям Нязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Залез через форточку в парикмахерскую и украл инструменты для стрижки. В этом подозревают 34-летнего жителя Кукмара. В полицию заявление о краже написал владелец заведения. Он рассказал, что, придя на работу, не нашел довольно дорогостоящих профессиональных инструментов. Просмотрев записи камеры наблюдения, увидел, как через форточку в помещение пробрался незнакомый мужчина, забрал все, что понравилось, и скрылся. Сумму ущерба владелец похищенного оценил в 16 тысяч рублей. Оперативники установили личность подозреваемого и быстро его задержали. Мужчина рассказал, что он на преступление пошел спонтанно. Его привлекла приоткрытая форточка. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый уроженец Кукмарского района. В настоящее время по решению Советского районного суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», продолжается.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.